доводим до представителей органов власти, органов самоуправления практику применения антимонопольных законодательств Ингушского ФАС России. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы подвели итоги деятельности за первый квартал текущего года. Водителям на заметку: в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Всего выступают 10 участников, и поют они в жанре «вокальное искусство». К 250-летию единения Ингушетии с Россией в ДК Кажево прошел фестиваль народного творчества. Если мы чисто содержим скот у нас дома, это чистый продукт для населения. Экологически чистый продукт. Фермер Али Альдиев расскажет о своих многочисленных подопечных. Второе место награждается команда «Барса». Накануне прошло награждение участников зимнего первенства по мини-футболу. Здравствуйте, это новости 24. Предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами. Сегодня состоялось второе думское чтение закона о поправках в Конституции. За время, прошедшее с первого чтения, этот закон потяжелел на 24 страницы. Именно столько в распечатанном виде занимают поправки, ставшие результатом стараний рабочей группы. Все подробности у Залимхана Калоева. Защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны, семейных ценностей, права россиян на достойную жизнь, на доступную и качественную медицину. Предлагается и перераспределение полномочий между ветвями власти, в частности, усиление роли парламента и Конституционного суда. За 1,5 месяца к основному закону поступило порядка 400 поправок от граждан, общественных организаций, экспертного сообщества. Все они были тщательно рассмотрены. Часть рекомендована к принятию. Основу поправок составляют президентские предложения от укрепления российского суверенитета до включения в Конституцию социальных гарантий. Но по итогам деятельности рабочей группы появились и новые предложения. Благодарю за поддержку предложений по периодичности индексации пенсий, а также за поправки по обеспечению адресности социальной помощи, мер социальной поддержки и утверждению объединяющей роли русского языка и русской культуры. Очень важна принципиальная для нас поправка по индексации пенсий не реже 1 раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей Конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров. И в целом мы готовы к рассмотрению во втором и третьем чтении. На прошлой неделе в Кремле Владимир Путин встретился с руководителями парламентских фракций. Как сказал президент, посоветоваться по поводу поправок к Конституции. При этом глава государства мягко предостерегает всех от переоценивания собственной роли. Как бы мы с вами не отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования. То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют. Президент обращается к населению с просьбой прочесть каждую поправку и осознать ее смысл, а голосуя взять на себя личную ответственность за новые строки Конституции. Комментируя социальную политику государства, ту, что закладывается в Конституцию, Путин обращает внимание на новые возможности России, которых раньше не было. И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере, обеспечить индексации, пособий, пенсии и так далее. Сегодня мы можем это сделать, а значит обязаны. А если это так, то будет правильно в основном законе это и закрепить. Вот все вот это в известной степени наше с вами общее достижение. Выход на новые возможности.
В основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства. Об этом Владимир Путин заявил в Центре российского текстильного производства на встрече с работниками отрасли. Люди, которые работают в офисе, там, на компьютере сидят, это что, тоже люди труда. Поэтому само понятие, оно, конечно, наполняется другим содержанием, но все равно в основе процветания любого государства, любого общества стоит человек труда. Поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо. Поправки, абсолютно точно попадающие в запросы общества. Одна из них – индексация пенсии не реже раза в год. Кроме того, Владимир Путин предложил более четко прописать в законодательстве обязанность государства индексировать МРОТ. Фиксация минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума вызвала особое одобрение граждан страны. С января этого года МРОТ был увеличен до 12 130 рублей в месяц. Отдельная тема — суверенитет. И политики, и граждане активно выступают за поправку о запрете на отчуждение российских территорий. Новая степень защиты страны. А вот для общего единства страны русский теперь значится в Конституции как язык государствообразующего народа. Наши соотечественники говорят на 174 языках. Ну а в статье, где упоминается Бог, речь идет совсем не о религии. У нас в стране безусловная свобода вероисповедания. Никто не отменял положение Конституции о светском характере России. Тома преемственности поколений и исторически сложившемся государственном единстве. В формулировке сказано, что предки передали нам веру в Бога. Да? Передали так же, как передали нам культуру, традиции, язык. По большому счету, знаете, это право каждого человека, как он этим наследством распорядится. Но то, что это передано, то, что это важнейшая часть нашей культурной, религиозной самоидентификации, это так. Да? И мы просто в Конституции фиксируем, на мой взгляд, это важнейшее положение. Государство при этом остается светским. Это безусловно так. Медицинская помощь должна стать доступнее. Такое предложение озвучил в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок Леонид Рошаль. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии считает, что этот пункт необходимо закрепить в основном законе страны. Президент Владимир Путин признал обоснованным это предложение. Все эти изменения вступят в силу только в том случае, если «за» выскажется страна. Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля, в среду, который объявлен выходным днем. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Диана Дударова, Новости 24. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы подвели итоги деятельности за первый квартал текущего года. Осуществляя контроль в сфере соблюдения антимонопольного законодательства, Ингушская УФАС демонстрирует положительную динамику по сравнению с 2019-м, отметил заместитель главы управления. Так, в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ингушским УФАС России выведен ряд типовых нарушений по госзаказам. Сюда относят нарушение сроков извещения о проведении закупки, порядка выбора, способа определения поставщика и ряд других недочетов. Что касается государственного контроля закона о рекламе, то с начала 2020 года и по настоящее время антимонопольной службой вынесено одно решение о нарушении требований законодательства. Еще 2 дела находятся на стадии рассмотрения. Также на встрече обсудили злоупотребление хозяйствующим субъектом, доминирующим положением и земельный кодекс. Ингушский УФАС России с начала этого года вынес 70 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Каждый квартал мы проводим такие публичные обсуждения и доводим до представителей органов власти, органов самоуправления практику применения антимонопольного законодательства Ингушского УФАС России. Вся эта работа проводится в целях сокращения нарушений, так как если представители органов власти, органов местного управления знают нашу практику, они в дальнейшем в своей деятельности не допускают нарушения, которые были озвучены в наших публичных обсуждениях. В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Теперь водители могут вносить информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса. Автовладельцу не обязательно иметь договор добровольного автострахования в виде отдельного документа для того, чтобы указать в полисе сведения об автокаско. В Центробанке подчеркнули, что если полис КАСКО оформляется именно в таком формате, то в него должны быть включены риски утраты, гибели или повреждения автомобиля. Также полис может предусматривать франшизу не более 20% от страховой суммы. Согласно новым правилам, срок действия такого договора КАСКО привязан к сроку действия полиса ОСАГО, поэтому если второй перестанет действовать, то станет недействительным и полис автокаско. В Центробанке надеются, что такие меры упростят заключение договора как для потребителей, так и для страховых фирм.
Дань уважения и бесконечного признания за проявленный героизм. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне сотрудники госавтоинспекции во главе с Алексеем Пасечным навестили ветерана Камбулата Гайсанова. Мужчина в самом расцвете сил. Ему 98, он бойкий, веселый, с горящими глазами и добрым сердцем. Был контужен, перенес несколько операций. События 40-х помнит до мелочей. С самого утра с поздравительным визитом к дедушке Камбулату Гайсанову приехали сотрудники госавтоинспекции во главе с руководителем Алексеем Пасечным. Согласно правилам этикета, гости пришли не с пустыми руками. Продуктовый набор, материальная помощь и слова благодарности ветерану Великой Отечественной войны. Как знак внимания и признательности за проявленный героизм и подвиг на полях сражений. Вам только здоровья, больше ничего желать не буду. Долгих лет, обязательно и здоровья. Больше. Жить, спасибо вам большое за то, что стояли, за то, что спасли. Даже сейчас, в свои 98 лет, Камбулат Гайсанов не оставляет сомнений в своей боеспособности. Стать и выдержка, присущие настоящему воину-горцу. И даже чувство юмора у дедушки не изменилось. Ушедший на войну 16-летним подростком, он попал в партизанский отряд, участвовал в ожесточенной битве за Малгобек. Многочисленные ордена и медали на кителе ветерана – отражение боевого пути в кровопролитной борьбе с фашистским злом. События тех страшных лет он помнит детально. Весь ингуши, старики, девушки, молодежь противотанковые рвой копали ручную. 12 метров ширина, 8 метров глубина. И там, значит, бомбежки, знаешь, сколько их убивали? А наши по-нашему долго не держали, сразу хоронили и так далее. Никто внимания не обращал. Камбулат Гайсанов стал вместе с защитниками малгобекских рубежей непреодолимой стеной на пути у немецких захватчиков. Несколько раз получил ранения и был контужен. Самое серьезное, по словам дедушки, было в сентябре 1942 года. После него он уже не смог вернуться в строй. Продолжая потом борьбу, но уже за свое здоровье, Камбулат перенес 4 операции. Первое время, когда немец через Малгобек, сообщий Малгобек, это внутри, там 317-й дивизии был молодежный. Они выбрали это место, хотели прорваться в Грозный и Баку. Мы вот там, нас тоже туда присоединили, 317-й дивизии. И вот там я получил вот это ранение, трепана черепа. Вот это ранение, видишь, вот и это все так далее. Внимательно и с восхищением слушая рассказ дедушки о своем боевом пути, полковник полиции Алексей Пасечный отметил безграничное мужество ветерана, благодаря которому мы, потомки, получили мирную жизнь. Самое первое время мы ему не дали пройти, но зато нас половина дивизии мертвые лежали. Если бы не вы, и нас бы, наверное, не было бы. Впервые самолеты, значит, нас. Бомбировку, Урал, Хегели, защитники дали. А потом, после бомбежки, танки пошли. Нет, танки не пошли, артиллерия пошел. Артиллерия сравнял наши все оборудование. Так, а потом дальнобойные нас били. Перед уходом сотрудники госавтоинспекции захотели сделать памятное фото с ветераном. На что дедушка согласился и отметил, что провожать гостей без головного убора неприемлемо. Алексей Пасечный выразил надежду увидеть Камбулата Гайсанова в ближайшее время уже у себя в гостях. По словам начальника управления, навещать героев и патриотов Родины – святая обязанность каждого. Если молодежь будет слушать ветеранов, старших своих будет слушать, эти люди реально героические, они, можно сказать, своим здоровьем, своей жизнью отстояли нашу Родину. Поэтому это, наверное, самое главное и самое важное для молодежи. Именно к таким людям необходимо прислушиваться. И забывать их тоже нельзя. Нужно постоянно навещать. У них возраст уже, возможно, помощь какая-то нужна. Поэтому, я думаю, что молодежь не оставляет без внимания ветеранов. Никто не забыт, ничто не забыто. По словам Алексея Пасечного, такие визиты станут доброй традицией и в будущем. Возможность празднования 75-й годовщины победы над врагом вместе с победителями – это огромное достижение. Их подвиг, несомненно, золотыми буквами вписан в историю России. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Ахмед Гандаров. Новости 24.
И сегодня мы отдаем дань памяти герою России Мураду Оздоеву, легендарному летчику, отчаянно защищавшему родину на фронтах Великой Отечественной войны. Ему исполнилось бы 98 лет. Он обессмертил свое имя для потомков. Взмывая в небо, словно сокол, сбил 8 вражеских самолетов, попал в плен к немцам и сумел вернуться в строй. Вся жизнь Мурада Оздоева – подвиг. Репортаж Хавы Гагиевой. В эту пору началась война. Она своими грозными тучами дыма и запахом пороха настигла Мурада Оздоева в то время, когда тот оканчивал Армавирскую военную авиационную школу пилотов. Молодой летчик за годы войны успел вступить в схватку с неприятелем на Западном, Сталинградском, Брянском и Втором Прибалтийских фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. Летал на таких истребителях, как Клак-3, Як-1, 7 и 9. В сентябре 41-го в воздушных боях на Орловском направлении записал на свой счет первый сбитый самолет противника. Даже не прицельный был у меня огонь. Открыл огонь, один загорелся. Но с одним я... Вот книги «Летчики на войне» Чечельницкого. Там 14 июля записано: сбил 2 вражеских самолетов. Вот эти 2 самолета, и они, я как сейчас помню, где они оба упали. За годы войны Мурад Оздоев совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. В январе 44-го при прикрытии штурмовки железнодорожной станции Маево Псковской области истребитель Оздоева подбили зенитным снарядом. Летчик не растерялся и направил самолет на эшелоны врага, а сам успел выпрыгнуть с парашютом. 8 месяцев был в плену, сбили этот самолет. Он выпрыгнул из самолета, был ранен, его забрали в концлагерь, он в Чехословакии концлагерь был. 2 побега у него с концлагеря. На протяжении нескольких десятилетий псковские поисковые группы не раз натыкались на обломки того самого самолета. Теперь их можно увидеть в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. Фюзеляж и лопасть, они ушли вглубь. И через несколько лет только нашли их, и в 2011 году нам их передали. Видевшие огненный таран Оздоева товарищи доложили о его гибели. Мурад был тогда посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но в феврале 1944 года началась депортация ингушей, и награждение так и не состоялось. В 1996 году, за 4 года до своей смерти, легендарный летчик удостоился своей последней, но самой высокой государственной награды Золотой звезды. По традиции ее вручил глава государства в Большом зале Кремля. Уже дома Героя России чествовали всей республикой. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Оздоеву Мурату Ахмедовичу, младшему лейтенанту в отставке. Потомки летчика с большим соблазном примеряют медаль. На большее никто не решается. Семья Оздоевых, вспоминая ветерана, спорит, кто же из правнуков пойдет по стопам легендарного прадеда. Последняя фотография, которая вот была сделана, вот это. До последнего оставался мужчиной. В шествии бессмертного полка в Насыркорте портрет Мурада Оздоева мелькал в первых рядах. Его пронес внук ветерана Заурбек Оздоев. Штендер с портретом он хранил целый год, чтобы вновь примкнуть к шествию. Радовался, прям радовался, когда я шел даже, когда каждый шаг делал, чувствовал, что это мой дедушка, что это так надо, что это каждый год надо и повторять, чтобы не забывать их. И никогда их, они будут всегда в наших сердцах, и мы никогда в жизни их не забудем. А это вторая Назрановская школа. Здесь когда-то учился Мурад Оздоев. С 2006 года образовательное учреждение носит имя славного героя, а в преддверии годовщины Великой Победы в школе открыли памятник. Сегодня же легендарному летчику, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось бы 98 лет. Он ушел из жизни в 1999 году, оставив о себе не только светлую память, а наказ и пример для других – беречь самое дорогое в жизни каждого – Родину. Хава Гагиева, Новости 24. Выразить любовь к родине, к своей республике и народу через музыку. Песни военных лет о дружбе и верности сегодня звучали в Доме культуры сельского поселения Икажево. Здесь прошел районный фестиваль народного творчества «Патриотическая песня». Солисты, вокалисты культурно-досуговых учреждений, общеобразовательных школ республики исполнили известные композиции. Ну а Арина Цичуева слушала.
Назановский районный фестиваль «Патриотическая песня» проходит здесь, в Доме культуры, в рамках исторической даты, которую мы отметим уже 17 марта, 250-летие добровольного вхождения ингушей в состав российского государства. Всего выступают 10 участников, и поют они в жанре «вокальное искусство». Ингушетия – край славных сынов и дочерей, земля героев и их подвигов. И не случайно свою песню на фестивале народного творчества «Патриотическая песня» Даяна Татриева посвящает родной республике. Выступать перед большой публикой девушка уже привыкла. В свои годы она успела заслужить любовь зрителя. Я готовилась 3 месяца, учила, пела, репетировала. И я спела свою песню из моего репертуара «Магаз». Надеюсь, меня хорошо оценят. Понравилось, как публика приняла твое выступление? Понравилось. Надеюсь, я им тоже понравилась. Фестиваль «Патриотическая песня» в республике проводится традиционно в преддверии важных исторических дат. В этом году страна отметит юбилей – 75 лет со дня Великой Победы и 250-летия единения Ингушетии с Россией. Важной миссией таких мероприятий является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Организаторы попытались в подготовке номеров включить как можно больше песен на тему военных лет, о любви к родине и к своему народу. Проводят это мероприятие в целях эстетического, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также приобщения юного поколения к истории и любви к малой и большой родине. В фестивале принимают участие представители творческих коллективов всего Назрановского района, и это непременно нас радует. А также принимают участие представители исполнительной власти. Я представляю МУДК, Дом культуры сельского поселения Суркахи. Наши девочки выступают. Они сегодня будут исполнять песню «Магаз», у нас Даяна Татриева поет, и Рабия Караджева «Песня о родине». Готовились мы уже 3 месяца, как начали готовиться к фестивалю, и сегодня будем подводить итоги. Также в рамках празднования исторических дат в республике пройдет итоговый фестиваль «Славься Отечество мое». В мероприятии примет участие множество коллективов народного творчества Ингушетии. Лина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24. 250-летию единения Ингушетии и России было посвящено еще одно мероприятие. Оно прошло в столичной гимназии. Об историческом договоре и об отношении к нему молодого поколения расскажет наш корреспондент. Я самый старший из наших горцев, поэтому первым буду говорить я. Мы, никем не покоренный народ, давно хотели отдать присягу вашей стране. Перо, бумага и представители 6 крупных ингушских родов – синонимы клятвы и символы верности, которые ни разу не были нарушены. Это историческое соглашение стало эпохальным событием для ингушей, когда на склоне согласия близ селения Ангуш 24 ингушских старейшин подписали документ о единении с Российской империей. Мы хотим жить мирно и свободно на равнинах, всегда быть опорой для России и российских правителей. И клянемся, что наши дети будут такими же. Однажды принятое мудрое решение определило вектор дальнейшего развития ингушского народа. События и даты, которые происходили потом и стали знаковыми, золотыми чернилами вписаны в историю ингушского народа и России. Знать их и чтить долг каждого, от мала до велика. Ясмина Халухаева в 9 классе, на носу сложные экзамены, подготовка к которым занимает все свободное время. Но, как признается девочка, пройти мимо 250-летнего юбилея не смогла ни она, ни ее одноклассники. Дата важна для всего нашего народа. Что было бы, если бы не было этого присоединения, так как мы знаем жизнь людей, как была до присоединения, какая она была, и старейшины сделали очень правильный выбор для будущего. Последовав примеру предков письменным актом, ученики школы также решили выпустить особый номер школьной газеты, рассказывающий об истории соглашений и об именах людей, сыгравших в этом свою роль. Газета выпускается раз в месяц. Газета посвящена именно историческим событиям. Это и депортация ингушского народа, это и о героях ингушах. И, конечно же, обойти стороной эту дату, как 250-летие вхождения ингушей в состав Российской империи, мы также не могли. И редакторами газеты являются ученики 7 А класса.
И информацию собирали 9 классы. Нужно отметить, что наши ученики с большим удовольствием приняли участие в раскрытии данной темы, потому что очень многим стало интересно данное историческое событие. Вхождение ингушей в состав Российской империи состоялось не вдруг. Этому предшествовал длительный период отношений постепенного сближения. В итоге ингуши первыми из северокавказских народов добровольно соединились с огромной державой Россией. Это важно, чтобы наше молодое поколение почувствовало, насколько это важно было. Какой это был мудрый и ответственный шаг. И как наши старейшины того времени пришли к этому соглашению. И что дало нашему народу вот этот акт. Прошло ровно 2,5 века, как был заключен этот исторический договор. Несмотря на некоторые трагические вехи в своей судьбе, ингуши ни разу не сожалели о сделанном выборе. История хранит примеры достойного участия наших земляков в исторической судьбе государства. Хава Гагиева, Ахмед Гандаров, Новости 24. В этом году фермеры региона намерены высадить около 300 гектаров винограда. Также в республике планируется открыть предприятие по его переработке. Закладка виноградников будет производиться при поддержке регионального Минсельхоза по программе возмещения части затрат. Отметим, что в прошлом году на территории различных фермерских хозяйств региона уже заложили 250 гектаров виноградника. По словам представителей ведомства, у некоторых фермеров уже есть договоренность с другими регионами о поставке им урожая, как на продажу, так и на переработку в сок. Некоторые думают самостоятельно заняться переработкой, чтобы впоследствии открыть завод на территории республики. Первый урожай намерены получить в 2022 году, а уже в 2023 и в последующем фермеры рассчитывают собрать до 40 тонн винограда в сезон. Фермер из Икажева Али Альдиев за 10 лет обзавелся образцовым хозяйством. Живности в нем не пересчитать. За трудолюбие, рациональный деловой подход к делу государство выделило Али грант. Этими средствами он распорядился с умом. Продолжение темы в сюжете. Коровы, овцы, гуси, куры и пчелы. Всех и не сосчитать. Но Али Альдиев знает каждую зверушку поименно. Теперь он фермер со стажем. Мысли о том, чтобы заняться разведением крупного и мелкорогатого скота, были еще в молодости. Но всерьез взялся за дело 10 лет назад. Хорошим подспорьем послужил грант на $1 миллион рублей, который он получил в 2015 году. Вложил всю сумму рационально и теперь полностью погружен в процесс. Утро начинается с самого хорошего. Это в первую очередь, это прежде чем чай попить самому, естественно, надо за домашним скотом посмотреть. Это в корм, потом если зерно, если сено даешь сено, если сена нету, то солому. И вот каждое утро так. Кормить стадо овец и коров – дело не из легких и не из самых дешевых. В летний период скот пасется на пастбище под присмотром пастуха, а в зимнее время приходится запасаться продовольствием. В год он стабильно закупает 1500 пачек сена и 35 тонн кукурузы, ячменя, зерна и овса. Одна корова также потребляет до 30 литров питьевой воды в день. К рациону животных фермер подходит очень тщательно. По нарастающей я кормлю и смотрю, кто как усваивает, не усваивает, добавить ему надо или урезать надо. А чем чревато вообще неправильное кормление? Чревато последствия, это может гибель скота, гибель мелкорогатого скота, если ты перекормишь. Лучше не докормить чуть-чуть, уже ты более уверен, что животным ничего не будет. Али приверженец экологически чистого продукта из корма питомцев, исключает искусственные углеводы и белки. Этим и объясняется спрос, превышающий предложение. Всего на ферме 24 голов крупного рогатого скота и 24 мелкорогатого, 35 пчелиных семей и 70 кур. В год он получает около 5 тонн мяса, реализует 20 голов мелкорогатого скота и 150 кур. Домашний скот, если мясо домашнее, большинство людей приходят и прямо на месте забирают скот. Это самая лучшая реализация. Или же раздаем по магазинам, и по магазинам уже реализуем.
В планах у Али поставить ларек возле своего дома с мясомолочными продуктами. Хочет в ближайшем будущем расширить свою ферму. Зимой его владение посетил глава региона. После осмотра дал поручение Минсельхозу выделить землю для развития собственного дела. Также появятся рабочие места. Если мы чисто содержим скот у нас дома, это чистый продукт для населения. И легко, не надо уже думать, откуда привезли, какого происхождения продукт. Чисто местное производство. У Али также имеется и сельхозтехника, мелкий комбайн «Немка», трактор МТЗ-82, грузовик ГАЗ-50 и различные прицепные агрегаты, сеялка, культиватор и прессоподборщик. С новыми землями ему не придется закупать продовольствие для кормления скота, и останавливаться на этом он тоже не собирается. Планы на будущее реальные, мотивации для их осуществления достаточно. Жарадат Хулхоева, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет пройдет в Ингушетии с 13 по 16 марта во Дворце спорта «Магаз» имени Бердыевлоева. Турнир посвящен памяти героя России Алихана Калиматова. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 сильнейших атлетов более 50 регионов страны. Для многих спортсменов этот турнир станет дорогой на первенство Европы и мира. Напомню, в 2018 году мы уже принимали первенство России по греко-римской борьбе. Ингушские спортсмены сейчас активно готовятся к предстоящим состязаниям. 15 представителей республики будут защищать честь нашего региона. На сегодняшний день у нас уже заявилось 53 региона, это около 550 человек. На данный момент у нас проходит, уже практически завершена подготовка зала. Вечером сегодня положат ковры, повешены баннеры уже. Участники уже забронировали себе гостиницы. Соревнования будут проходить в 12 весовых категориях. И по итогам этого первенства пройдет отбор спортсменов в национальную сборную для участия в первенствах Европы и мира. Накануне прошло награждение участников зимнего первенства по мини-футболу. Турниры были организованы с октября прошлого года. Какие 3 команды отличились, получили кубки, дипломы и грамоты, узнаем далее. Второе место награждается команда «Барса». Спортивные трофеи в руках футболистов как результат долгих упорных тренировок и бескомпромиссных матчей на зимнем первенстве по мини-футболу. Торжественное награждение призеров сопровождается еще и вручением отдельных дипломов лучшим вратарю и бомбардиру прошедших состязаний. Ахмед Султыгов, нападающий команды «Почта Банк», на протяжении всего периода соревнований сумел отличиться как голевыми передачами, так и отличной стратегией. Каждый матч был захватывающий. Соперники были очень хорошие команды из разных сельских поселений, разных организаций. Ну, в целом, что могу сказать, остались хорошие впечатления от всего чемпионата, зимнего чемпионата. Игра в мини-футбол требует особой закалки, тем более, что соревнования проходили зимой. Под открытым небом, рассказывает Дауд Мархиев. Ему 27 лет, 10 из которых он провел на поле. Игрок команды Гамурзиева, которая также стала бронзовым призером зимнего первенства, больше всего сумел отличиться в защите. Принципиальная игра у нас была с Почтой Банком. Первой игре мы проиграли, а ответной игре мы выиграли, у нас счет 7-4. Самый зрелищный матч был запоминающий. В этом матче я забил важные голы. Явные пробелы в обороне, над чем и будем работать, рассказывает представитель команды «Барс» Абукар Дзортов. Доволен бывает только тогда, когда занимает первое место. А так, в целом, соперники оказались сильнее, чем мы. Но у нас есть стимул дополнительный, чтобы в летнем сезоне выступить лучше. Мини-футбол или футзал, как спортивная дисциплина, берет свое начало в Бразилии. В 1958 году на чемпионате мира по футболу Швеции один из руководителей сборной Австрии, Йозеф Аргауэр, наблюдал за тренировкой бразильцев в зале. Увиденное австрийца впечатлило, и вскоре он организовал пару таких матчей у себя на родине. Так новый вид спорта проник в Голландию, Испанию и Италию. А теперь на фоне многочисленных спортивных достижений Ингушетии футзал уже успел завоевать внимание среди местной молодежи. По календарю мы проводим каждый год зимнее первенство, начиная с октября и кончая до марта, чтобы они не отдыхали, дома не сидели, чтобы поэтому проводится вот такое мероприятие. Вот эти команды, они все время участвуют, но все самые лучшие футболисты, а так в летнем первенстве у меня играет 16-14 команд, просто зимнее первенство, они по разным командам уходят, и все лучшие футболисты вот тут собираются, они вот так играют.
Ассоциация мини-футбола в Ингушетии спешит обрадовать как давних поклонников этого вида спорта, так и новичков, что уже с 1 по 20 марта принимаются заявки на участие в летнем чемпионате. Хава Гагиева, Адам Мережков, Магомед Даскиев. Новости 24. Роструд напомнил россиянам о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае. Они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Россияне будут отдыхать 5 дней подряд, с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на 1 час. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.